Здравствуйте! В эфире «Молодежные дебаты». Тема нашей сегодняшней передачи – качественное образование. Плюсы и минусы. Образование в Молдове является в основном государственным и бесплатным. По Конституции Республики Молдова образование является обязательным, начиная с 7 лет. Зачем необходимо получать образование и насколько оно качественное? Об этом мы сегодня поговорим с нашими участниками. Лазаревой Анастасией. Здравствуйте. Карастояновой Юлией. Здравствуйте. Моисеевым Дмитрием. Здравствуйте. И Поповым Никитой. Это все ученики 11 класса лицея «Аризон», город Чедерлунга. А также сегодня у нас приглашенный эксперт Топчу Лилия, преподаватель математики. Перед тем, как перейти к обсуждению, посмотрим короткий репортаж. В наше время образование играет ключевую роль в жизни человека, так как с его помощью люди могут добиваться невероятных высот, строить себе карьеру, быть востребованными и профессиональными специалистами в своей сфере деятельности. По мнению молодежи, образование необходимо по разным причинам. Чтобы найти достойную работу и чтобы не упасть в грязь лицом в какой-то компании. Получить достойную профессию, которую они хотят. Для того, чтобы получить образование и в дальнейшем найти какую-то профессию, чтобы работать, получать деньги и зарабатывать на жизнь. Как ученики, так и родители считают, что некоторые предметы и темы в школьной программе не понадобятся в будущем. Нет, не все. Например, вот высшая математика, там эти логарифмы, они ни разу еще мне не пригодились. Есть дополнительные предметы, которые нужны, например, там психология, какие-то элементы, они вот нужны в жизни, да. А вот много чего не нужно, там по химии, если я этим не буду заниматься, мне это и не нужно. Сейчас уже изменилась программа, не то, что было раньше, раньше была намного лучше, чем сейчас. В школах есть много чего, что не пригодится, но каждый ребенок, он вообще и в школе, он идет по своему направлению. То, что ему дается больше, он это изучает намного больше. Все, что есть, не все устраивает. Просто меньше языков. То есть не 3 языка, английский, болгарский, и гагаузский. Да, выбрать один из них. 3 языка много. Сегодня образование всех уровней плавно переходит на коммерческую основу. Появились частные детские сады, школы, гимназии и университеты. По мнению молодежи, и в государственных, и в частных школах можно получить хорошее образование. Однако разница в условиях. Я считаю, что государственных тоже достаточно. Вполне, в платных, я думаю, отношение там какое-то немного другое. Вообще, мне кажется, что больше внимания уделяют именно в частных школах. Потому что в частных школах довольные учителя. По данным Национального бюро статистики, в 2019-2020 учебном году начальное и общее среднее образование предоставляют в 1226 учреждениях. А мы возвращаемся к нашей дискуссии и вообще давайте для начала определимся, что в вашем понимании означает образованный человек. Образованный человек – это человек, который знает довольно-таки много, сможет поддержать любой разговор. Также он хорошо чувствует атмосферу и знает, как себя повести в той или иной ситуации. Я считаю, что это также грамотный человек, это тактичный человек, который компетентен в какой-либо области, который знает в основном, что он делает, о чем он говорит, и он контролирует свои эмоции, движения и так далее. Я считаю, что образованный человек – это человек, у которого есть свое мировоззрение, у которого есть свое мнение, который умеет правильно излагать свои мысли. Вот. Да, я тоже соглашусь со всеми, что это человек, у которого есть определенная позиция и точка зрения в каждой сфере жизни. Вот как вы считаете, стоит ли вообще сегодня учиться, когда вот информация доступна в интернете, один клик на смартфоне, там забей в гугле то, что тебе надо, получать информацию? Вообще для чего нужно образование получать? Я считаю, что все равно интернет не заменит образование, потому что все равно учитель тебе объяснит все именно вот досконально, все объяснит, разложит тебе по полочкам. Если тебе что-то непонятно, допустим, в видео, ты не сможешь спросить, а в жизни учителя сможешь, и он тебе объяснит. Да, я согласна, что образование и школы сейчас намного важнее, чем интернет. Это
преобладает, в общем, потому что даже пример, когда совсем недавно мы учились дистанционно, это ни к чему хорошему не привело. То есть в большей мере мы сами изучали информацию, несмотря на дистанционное обучение, и это не дало каких-то конкретных нам знаний, и останется все равно вот этот осадок из определенного класса, в котором ты находился на период карантина. Угу. Ваше мнение? Я тоже считаю, что онлайн-обучение не обладало высоким качеством. Именно во всех школах это коснулось их. То есть на дистанционных уроках учитель не мог охватить всех учеников, он не мог соблюдать тот уровень дисциплины и контроля, который был на реальных уроках в школе. Касательно же, все же, факт в том, что в интернете информация чаще всего она очень разрознена, и там очень много всякого того, чего тебе, оно не очень нужно. И в школах нас учат как-то систематизировать эту информацию, то есть выкраивать оттуда самое нужное и это как-то запоминать и в целом использовать это дальше. То есть интернет может послужить в качестве дополнения к образованию, но не заменить его полностью. Вот вы затронули тему дистанционное обучение, а вот вы бы не хотели продолжить, например, может не все перевести в онлайн, какие-то предметы, не обязательно ли нужно прям присутствие, может быть какую-то часть предметов можно ходить в школу, какую-то онлайн. Вот если бы была возможность дальше продолжать, если даже несмотря на пандемию, все-таки вы бы что выбрали? Я бы, наверное, выбрала все-таки в школе учиться, но некоторые предметы, да, мне кажется, можно перевести. Например, географию, не знаю. Там это можно и просто послушать, как бы в книге что-то посмотреть. Учитель может и дистанционно объяснить. Вот. Не знаю. Я считаю, что можно было бы перевести некоторые предметы на дистанционное обучение. Например, такие предметы, как вот если я иду с уклоном на гуманитарный профиль, то реальные профили, они мне не так важны, их можно как бы на дистанционное обучение. Просто то, что меньше вы уделяете внимания, то можно переводить как бы и дистанционно, можно и в интернете, да, можно как-то выучить это, как ваше мнение. В целом, как бы можно перевести также на дистанционное обучение те предметы, которые именно связаны с самим, так сказать, этим полем, допустим, информатику, также те предметы, в которых нужно больше показывать, то есть доступ, допустим, к доске интерактивной, либо к интернету, он не всегда может быть в школах. Либо, допустим, в школе сгорел компьютер, либо в целом накрылся. А так, допустим, у человека, то есть в частном доме, он может следить за состоянием своих устройств, и то есть там возникновение перебоев, как бы, оно меньше. То есть, в общем, делаем вывод, что образование, оно нужно, да? Обязательно. А вот обязательно ли ходить в школу, вот, например, маленьким детям? Обязательно ли это условие, что, или если бы у вас было право выбора, вы выбирали ли вы сидеть дома учиться, например, и если была бы возможность у родителей репетитора нанимать, например, чтобы домой приходили? Обязательно ли именно посещение в школу? Я считаю, что, конечно же, обязательно, потому что маленькие дети, они идут в школу не только за получением знаний, а у них там идет общение со своими сверстниками, они уже привыкают к какой-то взрослой жизни, я не знаю, что они не будут постоянно сидеть дома в кругу своих родителей. Они должны знать, что есть что-то кроме дома и родителей, которые могут нанять себе репетитора. Общение со сверстниками очень немаловажно в маленьком возрасте, потому что потом дальше могут возникнуть какие-то проблемы из-за того, что ребенок будет замкнутым, потому что в детстве ему не додали какого-то общения. Ребята, ваше мнение? Я считаю, что экстернат, именно обучение дома, тоже можно двояко мыслить по этому поводу. То есть, с одной стороны, дети начальной школы, то есть это маленькие дети от 7 до 10 лет, к примеру, они как раз находятся в состоянии своего эмоционального расцвета. И вот именно это можно использовать в аргумент в пользу того, что экстернат лучше, потому что у ребенка будет больше времени появляться вне школы. Он также сможет эффективнее обучать предметы с репетитором, поскольку репетитор будет уделять ему все свое внимание. И также у него будет больше свободного времени на дополнительное изучение какого-то предмета. Да плюс обстановка дома куда благоприятнее, чем в школе. Я считаю, что факт лишь в том, что вот именно в детском возрасте, именно когда ты занимаешься с репетитором, репетитор может заметить
то, чего не факт, что заметят в школе. То есть факт в том, что именно школьная система, она пытается больше как всех уравнять. Да, систематизировать и уравнять. Также из-за вот этой вот вакханалии, что учитель не может контролировать абсолютно всех и сразу, и также наши учебники пытаются, извините за выражение, запихнуть как можно больше информации в детей, и это отчасти оно убивает именно то стремление учиться. То есть ты знаешь то, что тебе придется чуть ли не что со скуки умирать в школе, и смысл тогда? Потому что не нравится предмет. А вот если бы у вас было право выбора, например, сейчас есть право выбора с 9 класса, да, ты выбираешь, куда идти, в среднее образование получить, какие предметы, вот, гуманитарный, реальный профиль. А если бы было у вас право выбора выбирать предметы вот даже с маленького возраста, воспользовались бы этой возможностью? Почему? Мне кажется, что лучше с маленького возраста именно изучать пока все предметы, потому что вдруг, ну не вдруг, а ребенок поймет, какой предмет ему нравится больше. И я считаю, что не совсем правильно, если родители с самого маленького возраста своих детей думают, что вот я хочу, чтобы, допустим, он изучал только математику или только науки, а вдруг ему нравится другое. Он должен сам это понять. И дети рождаются разными, и может один ребенок быть хорош в науках, но другой может быть в гуманитарных каких-то там предметах. То есть это, с одной стороны, ограничение получается, да? Я согласна, что нужно изучать с самых малых лет те предметы, которые тебе даются в школе. То есть там, в принципе, изучаются самые элементарные вещи, даже, допустим, вот по математике. Там не изучаются какие-то логарифмы, которые в старших классах, когда уже у тебя есть выбор, изучать их или нет. То здесь какие-то элементарные вещи, которые тебе в жизни пригодятся, даже когда ты пойдешь в магазин элементарно. Поэтому, или там познание мира даже, которые есть в младших классах, это все развивает вообще ребенка самого, поэтому я считаю, что я бы, например, выбрала то, что мне предлагают. Да, все, что есть. Вот вы бы не выделяли, вот если бы вы своего ребенка отдавали в школу, да, вы бы не выбирали. Вот что есть, все, вы считаете, что все бы пригодилось? Ну, если честно, то я думаю, что приблизительно класса до 4 можно изучать абсолютно все предметы, потому что вот именно уже к этому времени можно уже увидеть, в чем у ребенка, то есть в чем он преуспевает, а что ему дается очень плохо. Именно вот с этого возраста, даже класс 4-5, чтобы он уже выбирал те предметы, которые он именно хочет учить, которые именно ему интересны. Хорошо, ну в детском возрасте дети, как бы, может, и не знают, да, выберут, то есть по ходу взросления они выбирают, что их больше нравится. А вот вы сейчас в 11 классе, да, есть ли у вас предметы, которые вам не нужны, например, или вы считаете, что они лишние, не особо вам понадобятся в дальнейшем будущем? Лично я считаю, что таких лишних предметов нет. Мне нравится абсолютно каждый предмет. Я считаю его очень важным в жизни. Взять ту же информатику, физику, химию, биологию. Это базовые науки, на них сейчас зиждется все то, что мы имеем на сегодняшний день. Это база, которую обязан знать каждый уважающий себя гражданин. Поэтому я считаю, что лишних предметов нет как таковых. Я считаю, что если давать предметы на базовом уровне, то есть именно на уровне стандартного обывателя, но не углубляться в них, то и вправду все предметы важны. Но, допустим, именно органическая химия, мне как человеку, допустим, я хочу стать программистом. Органическая химия мне не пригодится слово «абсолютно». Также, допустим, география еще возможно, но биология и некоторые предметы, такие, допустим, как именно глубокий курс, он не нужен. То есть вот если бы не говорить о выборе профиля, а говорить о выборе конкретных предметов, выбрали ли вы что-то вот со своего обучения? Или все бы оставили, потому что вам, как вы считаете, все бы пригодилось? Я думаю, что оставил бы все равно, потому что нужно знать больше. Чем больше, тем лучше. Нет, я бы выбрала определенные предметы, которые мне понадобятся в жизни, потому что я могу потратить больше времени на изучение предметов, которые мне нужны, а я трачу его на все, которые, в принципе, вообще мне не пригодятся. Базовые какие-то элементы я изучала до 9 класса. Все, после я уже выбираю по жизни то, что мне нужно будет, то, что я хочу сама изучать, а не то, что мне предлагает школа. То, что вы изучаете, насколько это образование качественное? Дает ли оно вам гарантию, что вы потом сможете работать и применить эти все знания в своей работе?
В рамках именно образовательной системы оно довольно-таки качественное, но, допустим, все так же я хочу свестись к тому, что некоторые все-таки курс, именно который преподается в школе, он устарел относительно современного времени. Допустим, все так же я хочу стать программистом, но то, что преподают именно в школах, оно мне не поможет. То есть я всему уже должен обучаться сам, потому что этот курс, он бесполезен для меня, скажу прямо. То есть время идет, и все. Время идет, а оно остается. Да? Система, получается, старая. Да, конечно. Я тоже сторонник идеи того, что в школу должны внедряться какие-то новые предметы, например, с развивающейся области, возобновляемая энергетика, к примеру, хотя бы обучить учеников базовым каким-то понятиям из этой области, или та же робототехника, что тоже очень востребовано на сегодняшний день. Тоже даже обычный бухчет, то есть основы хотя бы. Дать это ученикам на каком-то дополнительном уроке математики или информатики уже было бы довольно-таки неплохо. Как вы считаете, качественное ли то образование, которое вы получаете на данный момент? Я тоже согласна с мальчиками, что было бы неплохо, если бы внедрялись какие-то новшества все-таки. Потому что время идет, а не меняется система образования. Может быть, что-то меняется, но не кардинально. А я считаю, наоборот, что достаточно качественное, потому что, вообще, в принципе, все зависит от самого человека. То есть то, что нам дают, если я все это выучу, конечно же, я добьюсь своих целей, я устроюсь на хорошую работу, потому что все зависит от самой меня. Вообще считается, что советская система, на которой базируется наша, то есть она по сравнению с другими странами довольно-таки хорошее образование. А вот если говорить о нашей стране и о чужой стране, есть ли возможность, что у нас все-таки не так качественно можно получить это образование, чем за границей? Мне кажется, качественно у нас. Мне тоже кажется. Может быть, просто нету условий тех или возможностей. Насчет качества можно не спорить, но все равно как-то другие специальности, как вы говорили, нету предметов тех, или новые специальности в других странах, можно какую-то новую специальность изучить. Да, факт в том, что это еще и от самой страны зависит. То есть, допустим, у нас определенно не будут преподавать какие-то специальности, связанные с космическими технологиями, потому что у нас этого нет. Да. Но все же... Может быть, кто-то бы у нас захотел. Если хотите учиться, уезжайте за границу, получается, да? Фактически так это получается. То есть у нас нет такого, что мы вам откроем, но главное, чтобы вы не уезжали, не искали. Если был бы соцопрос, например, проводились бы что-то новенькое, какие профессии вы бы хотели новые, да? Было бы это хорошо для вас? Думаю, да. Угу. А как вы считаете, некоторые даже не заканчивают школу, например, есть национальности, которые не ходят в школу, например, ромы, да? Как вы считаете, можно ли в нашей жизни без образования найти свое место как-то под солнцем, иметь хорошую зарплату, хорошую работу? Я считаю, что без образования сейчас вообще никуда, потому что даже элементарно дворников или уборщиц берут хотя бы со средним образованием. То есть, если ты согласен на такую работу, есть случаи, когда берут без образования, если ты согласен на такую работу, которая ты даже самого себя не сможешь обеспечить, не то что свою семью, то пожалуйста. А так, если ты хочешь каких-то целей добиться, нормальную работу, хорошо оплачиваемую получить, то без образования вообще никуда. То есть в репортаже говорили, что хочешь хорошую работу, нужно хорошее образование, да? То есть без хорошего образования качественную работу не получишь, высокооплачиваемую, да, так? Нет, не получишь. Ваше мнение? Согласны? Я считаю, что тут тоже можно двояко мыслить, поскольку один известный писатель сказал то, что прирожденный ум может заменить любое образование, но ни одно образование не заменит прирожденного ума. И, в принципе, в этом есть доля правды, поскольку если человек с рождения обладал какими-то мощными умственными способностями, то это поможет ему в жизни определенно. Правда, такие случаи бывают редко, и гении обычно и так находят себя в жизни. Да. Это поможет, конечно, но все равно он рождается, да, у него есть какая-то предрасположенность к чему-то, но он должен все равно это изучить. Он же не родился и такой: о, теорема Пифагора, классно, я придумал ее сам. Это он все равно как-то приходит к этому, когда он что-то изучает. Это уже тоже идет как прямое образование. Ты изучаешь все равно это. Согласна? Вообще высокооплачиваемую работу можно получить без образования, только если ты уйдешь в профессиональный спорт.
И нет, я не имею в виду то, что все спортсмены несмышленные. Просто факт в том, что и вправду, если у тебя хорошие физические данные, то ты вправду можешь уйти в профессиональный спорт и не слишком давить на учебу. И хотелось бы, вот, например, ваши планы, вот, связаны с учебой. Что вы планируете вот, для себя в будущем? Что бы вы хотели, чтобы у вас было связано с образованием? Какие возможности, чтобы были в Молдове у нас, например? Что вы планируете? Где учиться? Планируете ли учиться у нас в Молдове или уезжать, потому что у нас все-таки невозможно получить то образование, которое вам нужно? Я считаю, что вот высшее образование, то есть институты, получить в Молдове можно, но очень мало ветвей, так сказать, куда ты можешь пойти. Специальности. Да, специальности. Этот круг очень сужен. То есть поэтому я планирую за границу, потому что там больше возможностей, вообще больше специальностей. Даже специальность, на которую хочу пойти я, она там больше развита, чем здесь. Да, я тоже так считаю, потому что все-таки здесь нет достаточно, нет тех университетов, вот, которые, допустим, понадобились бы мне, ну, один мне понадобится, но все же, чтобы можно было выбрать, вот. И, наверное, все-таки за границей, вот я хотела бы. Ну, я тоже планирую учиться за границей, поскольку даже несмотря на то, что в Молдове имеется университет моей специальности, у нее все равно, как сказали девочки, уже нет такого огромного количества разветвлений. Ты, закончив этот университет, ты можешь работать разве что на одном или на двух местах. У тебя выбор невелик. То есть наши университеты не увидят вас в качестве абитуриента, получается, да? Ну, как бы просто факт в том, что, допустим, сфера, в которую хочу я пойти, она в Молдове только-только начала развиваться. И в отличие от других стран, в которых это уже довольно-таки активно преподается, практикуется. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что у нас в студии эксперт Топчу Лили. Спросим у нее, насколько все-таки у нас качественно преподается материал в наших учебных заведениях. Образование — это такая ступень на лесенке во взрослую жизнь, поэтому оно должно быть качественным. Часто учителя слышат в свой адрес такие вопросы: зачем нам нужна ваша математика, физика, химия? Да, ученики 8 класса часто плачут над учебниками, а потом к 12 классу понимают, что хотят свою специальность связать именно с этой отраслью. Поэтому нужно получать школьное образование качественное, потому что школа дает азы, базу и готовит к получению высшего образования. Да, часто бытует мнение, что высшее образование не нужно, можно быть хорошим специалистом и без высшего образования. Но я с этим не соглашусь, поскольку если ты хороший специалист и плюс у тебя есть еще качественное образование высшее, хорошее, то тогда ты будешь вдвойне еще лучшим специалистом и более ценным специалистом на рынке труда. Поэтому возвращаемся все-таки к тому, что высшее образование нужно, а его невозможно получить без школьного образования. Поэтому школьное образование должно быть очень качественным. А вот насколько сохранился уровень предоставляемой информации во время пандемии, то, что было дистанционное обучение, сохранилось ли это вот в таком же качестве, как и было раньше, или все-таки что-то есть в этом изменении? Ну, что касается, я не могу ответить на этот вопрос про все школы, но что касается нашего учебного заведения, мы очень хорошо справились с этой задачей, и наши ученики получили хорошее образование и старались, были активны, и поэтому я думаю, что да, оно несколько выбило из колеи как учеников, так и учителей, но все-таки ученики знают, что сегодня нужно учиться, поэтому старались. А вот какие перспективы у ваших ребят? Вот у них уклон иностранные языки. Какие у них дальнейшие успехи? Куда они дальше обычно идут учиться? И становятся ли они хорошими специалистами? Ну, наш лицей на самом деле имеет уклон изучения английского языка, поэтому ребята с легкостью поступают за границу и учатся в различных странах, в различных вузах.
Ну, они достаточно эрудированы, вот, умеют и дебатировать, и мнение свое высказывать. То есть это же все равно школа их взращивает, те знания, которые они получают там, потом все равно они как-то это все используют. Да. Спасибо вам большое за ваше мнение. Это был наш эксперт Топчу Лилия, преподаватель математики в лицее «Горизонт». А мы возвращаемся к нашим дебатам. Ребят, давайте все-таки мы с вами обсудим и определимся, где же все-таки качественнее можно получить образование. В государственных школах, вот вы затрагивали тоже государственные учебные заведения, или все-таки в частных, где, может быть, как-то больше уделяют внимания, может быть, меньше учеников, поэтому выше уровень, да? То есть вот как вы считаете, давайте на эту тему немножко пообсуждаем. Я считаю, что однозначно в частных заведениях образование намного лучше, потому что в частных заведениях, как правило, учатся намного меньше учеников. То есть у учителей есть возможность объяснить каждому ученику, а не одному из 30, как это обычно бывает в государственных школах. Также примером могу привести то, что вот недавно, опять же, про дистанционное обучение. Наш лицей турецкий, то есть частное заведение, быстро очень сориентировалось, сделало график. Мы также работали, как и обычно, ходили в школу. То есть мы просыпались в определенное время, у нас было расписание, обед также, все было как нужно. То есть также учились, как и когда ходили в школу. А в государственных вообще как будто бы всем стало равнодушно, то есть учитель мог в любой момент, давайте проведем урок, вот так. Вот ставил вот так и себя в непонятное положение, и учеников, которые занимались какими-то своими делами, а сейчас им нужно сразу быстро переметнуться на учебу. То есть, получается, в государственных учителя не так болеют за свою работу, как вы думаете? Ну, лично я считаю, что в государственных отношение учителей к своей работе ровно такое же, как и в частных школах, потому что они получают приблизительно ту же зарплату, у них тоже те же условия в основном, потому что редко бывает, что государственные учреждения сильно отличаются условиями от частного. Ну, к тому же огромным плюсом государственных учреждений является доступность. Любая семья может позволить себе обучение их ребенка в государственной школе или даже нескольких детей, что редко бывает в частных. Я считаю, что я согласна с Юлей. Вот на нашем примере мы очень быстро вошли в колею, так скажем. Мы тоже все предметы у нас преподавались. Например, вот по сравнению вот моих друзей я спрашивала с другими школами, то есть у них там это все произошло гораздо позже. И, например, у нас, опять же таки, все предметы проводились онлайн, а у них могли, допустим, только какая-то часть. Вот. И, то есть потому что может быть, оборудование, да? Не знаю, наверное. Вот. И то есть еще в частных школах я считаю, что там прислушиваются к мнению учеников. Например, вот тоже на нашем примере могу сказать, что однажды нам не совсем нравилось преподавание одного учителя, и не только нам, некоторым классам. И то есть нам поменяли учителей, а я думаю, что в обычной школе такого бы навряд ли сделали. Там, да. Право выбора вам дали, да, выбирать? Угу. Ну, давайте защищать или как-то аргументировать в поддержку государственных учителей. Ну, смотрите, ранее было сказано про то, что учитель, допустим, сможет достучаться до большего количества учеников, то есть в частных школах. Ну, факт в том, что если учитель, допустим, у него нет такого, так сказать, стремления завлечь своих учеников, либо он банально этого не умеет, его, мне кажется, будут слушать лишь те, кому этот предмет и вправду нужен. Да, и также, даже если он умеет завлечь ученика, если ученику, например, не интересен этот предмет, ему в целом скучно на этом предмете, он его даже в трижды частной школе не будет его слушать. Бесполезно. Частный платишь, ты за это деньги не платишь. То есть, если тебе не нравится, ученика невозможно. То есть, даже в частных школах есть люди, которые учатся довольно-таки плохо. И это не слишком связано с тем, что, допустим, они не успевают, либо они к чему-то не склонны. Они банально, они спустя рукава этот предмет банально учат. Угу. То есть, страдает ли качество от того, что... Нет, я считаю, что качество вообще не страдает. Также за аргумент могу привести то, что в частных заведениях, вот ты выбрал гуманитарный профиль, тебе идут больше требуют от тебя от этих предметов.
а, допустим, реальный профиль уходит на второй план. То есть нет, что вот их вообще не требует. Ну вот прям минимально. То есть учителя сами понимают, что вот мы выбрали гуманитарный профиль, и они не требуют от нас того, что они требуют от реального профиля, например. А в государственных там учителю все равно. Он преподает один предмет, ему все равно, ты гуманитарник или реальник. Вот ты будешь учить так же, как и реальник, даже если тебе это вообще не пригодится, и ты выбрал вообще абсолютно другой профиль. Разве не все равно не как-то... Все это зависит от учителя. Входит в положение, разве нет? Вот если я понимаю, что все равно все же не могут учиться одинаково. Да, лично я считаю, что да, не все могут учиться одинаково, но это и неплохо, когда учитель требует от учеников знания своего предмета. Пусть это даже будет предмет, не относящийся к их профилю, допустим, математика для гуманитариев или русская литература для реальников. Мне кажется, что это, во-первых, индивидуальное качество, во-вторых, это далеко не минус, то, что учителя требуют от своих учеников знания их предмета. Ну и также еще можно отметить то, что именно государственные школы независимы от спонсоров. То есть, если частное учреждение зависимо от спонсорства каких-то других стран или других источников, то государственный приток денег, он стабилен, потому что это зависит только от государства, ну и от самого учреждения. То есть педагоги могут не бояться, что их уволят на следующий день. Ну и также, что еще можно сказать про то, что требуют, допустим, ну, по большей части, то, что, допустим, если от тебя на русском требуют, допустим, что-то выучить, факт лишь в том, что как бы твой мозг развивается. И то есть, допустим, если ты очень много чего-то учил до этого, факт в том, что ты легче будешь запоминать информацию из какой-то другой области. Вот в репортаже было мнение, что в частных учителя довольные. Как вы это понимаете? Есть ли разница? Чем они в частных больше довольны, чем в государственных? Не знаю, даже не интересовались учителями. Вы интересуетесь? Ну почему вот такое мнение было? Из-за зависимости, потому что лучше условия в частных, чем в государственных, или зарплата разная? Зарплата, я не думаю, что сильно отличается от государственных и частных лицеев. Мне кажется, это не играет роли. Возможно, от того, что в частные лицеи вот идут дети, они все равно понимают, что их родители платят за их обучение, и поэтому более ответственно относятся, учатся хорошо, и учителя от этого довольны. А в государственных разве нету ответственности, что тебе государство обеспечивает, и ты должен как бы перед государством ответственность нести? Ну, если ты на бюджете, то да. Ага. А если ты на частной основе, то... На контракте. Ну да, по контракту, то не факт, что... То есть ты как бы, ну, так ты что, учишь к чему то, что мы тебе пришли? нужно. Где же все-таки более качественное образование? Но я также хочу сказать, что я не согласна. Я не согласна с тем, что это хорошо, то, что учитель требует свой предмет. Почему он требует от меня предмет? Я после 9 класса сделала свой осознанный выбор. Я хочу изучать определенное количество предметов, которые мне понадобятся. То есть и вот в частных учреждениях учителя более как-то лояльно относятся к этому, к моему выбору. Они его уважают, что я выбрала, поэтому они не требуют от меня своего предмета, который мне не нужен. Я осознанно сделала свой выбор. Почему он должен от меня так сильно этого требовать? Ну, позвольте, как сказал Альберт Эйнштейн, образование — это то, что остается после того, как мы забыли все то, чему нас учили. И я очень согласен с этим утверждением, поскольку вот я к чему клоню. Чем строже учитель, тем больше ты запомнишь на уроке, потому что он будет от тебя это постоянно требовать, он будет давать различные тесты, контрольные. И может поначалу ты его будешь и ненавидеть, и проклинать каждый раз, когда он задает тебе очередное домашнее задание на 2 часа работы, но в итоге ты скажешь ему спасибо за все то, чему он тебя научил, и эти знания не испарятся в никуда спустя год или несколько месяцев, а останутся с тобой на всю жизнь. И это очень может помочь тебе, если этот предмет связан с твоей карьерой. Угу. Так можно все-таки выявить плюсы и минусы образования у нас вообще, в общем, вот так, если завершающее вообще образование, насколько оно качественное? В общем-то, в принципе, оно достаточно качественное, но все-таки некоторые сферы образования, они немножечко отстают от времени. Им нужна реновация. Угу. Ваше мнение? Я тоже так считаю, что оно довольно-таки неплохое.
Да, но за границей, раз вы собираетесь уезжать, то... Ну, нет, я считаю, что вот образование, вот это вот среднее, то есть 9 и 12 классов, оно здесь очень качественно. А дальше уже высшее образование, это право уже не выбора, здесь. так сказать, личное. Спасибо большое вам за ваше мнение. Напомню, что это были молодежные дебаты. Тема нашей сегодняшней передачи — качественное образование, плюсы и минусы. И участники нашей программы: Лазарева Анастасия, Карастоянова Юлия, Моисеев Дмитрий и Попов Никита, ученики 11 класса. Также напомню, наш эксперт Топчу Лилия, преподаватель математики. Спасибо большое вам за ваше мнение. Это были молодежные дебаты. С вами была ведущая Елена Янак. До скорых встреч!